Уважаемые телезрители, как вы знаете, в последнее время в средствах массовой информации очень много уделяется внимания вопросам профилактики совершения суицидального поведения, прежде всего в отношении несовершеннолетних лиц. Много озвучилась информация, распространение таких сведений в сети интернет, на различных буклетах, в том числе и на кондитерских изделиях. В связи с этим в Российской Федерации были разработаны законопроекты, которые предусматривают усиление уголовной ответственности за склонение к совершению самоубийства, в том числе и в отношении несовершеннолетних. Так, 7 июня 2017 года внесены изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации. Усиленная ответственность по части 1 статьи 110 Уголовного кодекса Российской Федерации – это доведение самоубийства. Теперь наказание по ней предусматривается вплоть до лишения свободы на срок 7 лет. Нововведением стала новая статья 110 прим., предусматривающая ответственность за склонение к совершению самоубийства путем уговоров, предложений, подкупа, обмана или иным способом при отсутствии признаков доведения самоубийства. Часть 3 данной статьи содержит квалифицирующие признаки. Деяние, предусмотренное частью 1 или частью 2 статьи 110 прим., повлекшее самоубийство или покушение на самоубийство, квалифицирующее уже по части 4, влечет более строгое наказание. Уголовный кодекс также дополнен статьей 110.2, часть 1, которая предусматривает уголовную ответственность за организацию деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства путем распространения информации о способах совершения самоубийства или призыва к совершению самоубийства. Более строгая ответственность установлена частью 2 данной статьи в тех случаях, когда такие деяния совершаются либо сопряжены с публичным выступлением, использованием публично демонстрирующего произведения средством массовой информации или информационно-телекоммуникационной сети, включая, соответственно, сеть интернет. Как мы знаем, в последнее время много также было случаев, когда создавались в сети интернет, в том числе в социальных сетях, так называемые группы смерти, которые побуждали граждан к совершению к суицидальным поступкам. И, соответственно, в настоящее время за такие деяния предусмотрена уголовная ответственность и санкции вплоть до лишения свободы на несколько лет с отбыванием в колониях общего режима. Также может быть и строгий режим в данном случае. В настоящее время в Российской Федерации действует институт так называемого административного надзора. Устанавливается он в отношении определенной категории граждан. В частности, это лица, освобождающиеся из мест лишения свободы за совершение тяжких, особо тяжких преступлений при рецидиве. Те, которые совершили преступления против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних и по ряду других категорий. Административный надзор заключается в наложении после освобождения на преступника дополнительных обязанностей в виде посещения для регистрации на срок до 4 раз в месяц органов внутренних дел, а также судом на них могут быть установлены другие ограничения, в частности, не посещать питейные заведения, не появляться ночью вне места жительства и другие ограничения в зависимости от совершенного проступка и характеризующих данных на освободившееся лицо. Однако 8 мая 2017 года президентом Российской Федерации был подписан федеральный закон, которым внесены изменения в закон об административном надзоре. В частности, нововведением данного закона стало то, что административный надзор с настоящего времени может налагаться и в отношении лиц, которые отбывали лишение свободы в колониях за совершенные преступления, связанные с управлением транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Как знаем, это статья 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, причинение вреда или смерти в результате управления транспортным средством, а также уголовная ответственность в виде лишения свободы может назначаться судом за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Ну и под состояние алкогольного опьянения закон также подразумевает и отказ от прохождения соответствующего медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.